Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillahi Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Хвала Аллаху, Господу миров, который сотворил нас мусульманами, который дал нам одну из самых величайших благодатей. Это вера в Него и Его посланника, алейхиссалату вассалам. Всевышний Аллах в Коране говорит: Бисмиллахир-рахманир-рахим, я айюхан насу инна халакнакум мин дакари ва унса. О люди, воистину мы вас сотворили из мужчины и женщины. Ваджа'альнакум шурубан ва кабаиля лита'арафу. И также мы вас сделали народами и племенами, чтобы вы познавали друг друга, чтобы вы узнавали культуру друг друга, чтобы вы познавали друг друга характером, то есть каждое этическое и нравственное познавание, чтобы были между людьми. В этом аяте Всевышний Аллах подчеркивает, что именно семья, то есть отец и мать, муж и жена, являются основополагающим фактором, главным звеном именно в становлении семьи. И семья, как у нас говорится, является важным звеном в обществе. То есть человек, выходя из семьи, он носит ту информацию, которую он приобрел в своей семье, в общество, в люди, в народ. И, соответственно, если же мы потеряем институт семьи, то, соответственно, будет испорчено и общество, и тот народ, в котором находятся подобные семьи. Во избежание таких моментов ислам, религия призывает, чтобы именно отец, мать направляли всю энергию, своей силы, чтобы именно семья была нравственна, чтобы ребенок в семье рос в соответствии общепринятым нормам ислама, тем традициям того общества, в котором он находится. И поэтому, как у нас говорится, если мы воспитываем сына, соответственно, мы воспитываем мужчину, воина, защитника. Если мы воспитываем дочь, то, соответственно, мы воспитываем народ. Потому что основную погоду в семье всегда делает мать. Поэтому важная роль в семье является роль матери. Подчеркивая именно важность матери, посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, отвечая на вопрос спрашивающий, говорил: «О посланник Аллаха, с кем из своих родителей я должен более быть почтеннее, кому я должен уделять более внимания?» На что посланник Аллаха, алейхиссалату вассалям, сказал: своей матери. Когда повторился этот же вопрос, он ответил тем же ответом. То есть относись хорошо к своей матери. Когда уже прозвучал этот вопрос и третий раз, ответ был таким же. Но спрашивающий настойчиво спрашивал, чтобы из уст посланника Аллаха, алейхиссалату вассалам, прозвучало именно относительно в сторону отца. На что в четвертый раз посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассалам, сказал, что следующим, то есть после того, как посланник Аллаха подчеркнул важность в семье матери, сказал: со своим отцом будь, то есть проявляй благочестие. Из этого мы понимаем, что именно то наставление, которое делается матерью, отцом, является самым наиважным институтом, самыми наиважными знаниями в жизни каждого человека. Сохранение брака является одним из, не одним, а действительно важным событием, важным условием, важным фактором вообще в обществе. Когда посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, спрашивали некоторые вопросы, связанные с жизнью, деятельностью людей, на что он ответил: брак является из моей сунны. Тот, кто придерживается, он придерживается моей сунны. И тот, кто придерживается моей сунны, он подобен человеку, который находится на пути Всевышнего Аллаха. Подобно тому, кто сражается на пути Аллаха. Подобно тому, кто возвеличивает имя Всевышнего Аллаха. Ведь действительно, сохраняя брак, человек сохраняет общество. Воистину, шайтан, да убережет нас Аллах от его зла, ежедневно, неустанно трудится, чтобы разрушить именно благочестивые браки,
те браки, которые являются нравственными, те браки, которые пытаются сохранить свою религию. И поэтому это является одним из видов джихада на пути Всевышнего Аллаха. В жизни человека бывают разные ситуации. Посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, сказал, что тот человек, который, несмотря на все тягости, трудности, переживет все эти стрессы ради Аллаха, ради сохранения своей семьи, у этого человека ждет большая награда. В Коране Всевышний Аллах говорит, что несомненно мы будем испытывать разными видами испытаний. И завершая в этом аяте, Аллах говорит: «О посланник Аллаха, обрадуй же тех, которые были терпеливыми». Благодаря именно главе Чеченской Республики было создано рабочие группы во всех муниципальном образовании нашего региона. В эти рабочие группы входили религиозные деятели, то есть кади районов. Рабочие группы возглавлялись непосредственно самими руководителями этих муниципальных образований. Также в эти рабочие группы входили общественные деятели, совет старейшин, районные отделы внутренних дел. И координация над данной работой руководством администрации главы и правительства Чеченской Республики был возложен на департамент по взаимодействию с религиозными и общественными организациями администрации главы и правительства Чеченской Республики. На сегодняшний день, благодаря той деятельности, которая проводится этими рабочими группами, удалось воссоединить из того контингента распавшихся семей, которые желали воссоединиться, но в силу некоторых факторов, которые препятствовало либо с одной стороны, либо с другой стороны, воссоединено более 2000 семей на сегодняшний день, между которыми находится более 4000 несовершеннолетних детей. На сегодняшний день, благодаря именно инициативе главы Чеченской Республики, благодаря усердию и работе данных рабочих групп является хорошим результатом. Каждый развод или же каждый семейный конфликт бывает иногда индивидуальным. Подход нужен очень, работа иногда бывает кропотливой, иногда благодаря именно обеим сторонам и третьим сторонам со стороны мужа и жены, то есть супруги и супруга, бывает очень легко, бывает иногда воссоединить распавшие семьи, иногда бывает очень трудно, потому что между вот воссоединенными молодыми людьми встревает третья сторона, что сказывается неблагоприятно в жизни и данной семьи. Поэтому, что бы хотелось сказать нашим слушателям, чтобы если эти молодые люди, если они сошлись, если вот молодой человек взял супругу, то люди, которые находятся вокруг этой семьи, должны играть роль не встревающей стороны, а именно тем фактором, который, наоборот, пытается сохранить эту семью. Как можно давать только лучшие советы, не критиковать эту сторону, потому что это новая образованная семья, это молодая семья, что само себе говорит действительно, потому это очень хрупкая ячейка. Наоборот, всеми усилиями надо его укреплять, поддерживать. Наши старшие всегда говорили, прежде чем муж возьмет жену, прежде чем девушка выйдет замуж, надо изучить характеры друг друга. Что молодой человек, что девушка. И, соответственно, родственники, то есть найдут ли они общий язык, сходятся ли они характерами. Да, на первый взгляд все очень прекрасно, все блестит, но когда уже люди начинают жить вместе, появляются камни преткновения. Могут ли они совместно пережить подобные стрессы? И, конечно, в этом должны сыграть роль и старшие. Поэтому главное, что посланник Аллаха, алейхиссалату вассалам, говорил, молодой человек женится или же девушка выходит замуж обычно по 4 причинам. Это либо имущественный характер, либо статус человека, либо красота и, соответственно, религия. На что посланник Аллаха, алейхиссалату вассалам, всегда призывал, чтобы человек всегда женился или же
девушка выходила замуж за религиозного человека, потому что религия человеку помогает пережить эти стрессы. Когда Хасан аль-Басри, да будет доволен Аллах, спросили, за кого же отдать свою дочь, один из его учеников спросил, за богатого или же за набожного человека, на что он ответил ему: отдай свою дочь замуж за человека, который не будет ее притеснять. И что из этого вытекает? Чтобы отец, выдавая свою дочь, должен на это обращать внимание. Всевышний Аллах в Коране говорит: Бисмиллахи рахмани рахим, ар-риджалю каввамун аля ниса. Воистину Всевышний Аллах мужчин именно в семейном плане установил как руководителей над женщинами. Посланник Аллаха, алейхиссалату вассалам, в своем хадисе говорит, что муж является ответственным за семью, за свою жену и за детей. Что это из себя вообще в целом представляет? Что самая важная, самая главная ответственность лежит на мужчине. Потому что мужчина должен во благо своей семьи действовать горячим сердцем и холодной головой. Не эмоциями контролировать эту ситуацию. Всегда найти выход из ситуации. Должен искать дозволенное пропитание для своей семьи. Вот. А женщина, в свою очередь, поддерживает своего мужчину, своего мужа в семье. Потому что без поддержки женщины мужчина долго не протянет. И далеко подобные браки не идут. Поэтому Всевышний Аллах женщину сделал именно поддерживающим мужчину. Важные, главные принципы, которые всегда должны стоять в первом месте, это уважение. Уважение выбора. Уважение мнения. Потому что религия полностью из себя представляет это уважительное отношение. Если же муж относится с уважением к своей жене, соответственно, если женщина относится к мужу с уважением, это видят дети. Что они дальше и понесут в общество. Самое главное, что не хватает именно молодым семьям или же молодым людям, которые вот-вот поженились, вышли замуж, это уважение и терпение. Потому что без этого ни семья, ни брак не сохраняются. Посланник Аллаха, алейхиссалату вассалам, сказал, что именно необходимые знания религии – это обязанность каждого мусульманина. А в завершение хотелось бы сказать нашим слушателям, каждый из нас, чтобы он постарался жить и прожить свою жизнь в соответствии с каноном религии, в соответствии с тем, к чему нас призывает Всевышний Аллах ежедневно, каждую минуту. Потому что тот, кто следует советам Всевышнего Аллаха, он в этой жизни не будет потерян.